Друзья, всем большой привет! На календаре у нас 6 сентября, без 15:06. И нас, друзья, сегодня ожидает большое путешествие. Сегодня, вернее завтра, в нашем районе проводится праздник охотника республиканского масштаба. Он проходит в селе Еремеево нашего района, в верховьях нашей реки. Даже не реки Печоры, а реки Илыч, возле Печоро-Илычского заповедника. В общем, выезжаем на праздник, выезжаем на нашей Уралочке, и мы скоро все увидим. Ну а сегодняшний ролик у нас будет посвящен именно нашим рекам. Это река Печора, река Илыч. И с вами заодно замерим, сколько километров. Полный бак мы заправили бензина, с собой взяли еще вот запас бензина, не маленький, потому что в такую даль я еще не ездил. В общем, друзья, замерим, сколько у нас уйдет бензина, сколько километров до того второго, третьего населенного пункта, а их достаточно на нашей реке. В общем, поехали, и мы сами все это увидим. Вперед! Так, пока прогревается мотор, давайте сразу включим приложение спидометр и не будем выключать его на всем протяжении пути. Геолокацию я уже включил. Спидометр. Поехали. Начало. Небольшой перегруз. Ну ладно, выровняли, все нормально. Поехали. Отправляемся с нашего села, село Покча. Следующий населенный пункт — поселок Русаново. Сейчас посмотрим, сколько он даст нам максимальную скорость против течения. Я 100 килограмм, чуть больше. И грузу примерно тоже около 100 килограмм. 60 литров бензина примерно. Вещи, ну да, около 200 килограмм. 20 километров в час. Нормальная скорость. Все, оставляю спидометр прямо здесь. И счастливого пути. До свидания, любимый город, село Покча. Круто, друзья. Время 5:48. 9 часов я должен уже отправляться с Устилычской переправы. 3 часа на все про все. Я думаю, должно хватить времени. Лишь бы дождя не было, потому что север весь затянут тучами. Но мы едем на юг. Вот, как мы видим, залетела первая стая уток, штук 20, наверное, не знаю, берет камера, не берет. Уток на реке очень много, собираются уже в стаи. О, обратно сели. Вон, сели возле берега. Слева по курсу у нас остров. Коми название острова Багяды, что дословный перевод Ивовый остров. Изначально он был здесь небольшой, вот такой, я как помню в детстве. Вот тут даже луга были, заготавливали сено для коров. Потом все это зарастало, луга забросили. Теперь он протянулся почти на всю длину деревни. Даже вот выше деревни начинается, заканчивается ниже деревни. Километра 2, наверное.
прямо сюда на моторке. И в ямах стояло очень много хариуса. Со временем это все замыло. Теперь не то, что на моторке, тут, я не знаю, в сапогах можно пройти, наверное. Вход очень мелкий. Там еще небольшая ямка есть. Вода летом ледяная, холодная, но зимой она практически не замерзает. И в первую очередь первые утки прилетают сюда и садятся именно сюда. Вон еще одна партейка уток взлетела и села вон, в устье ручья Сыл-Йоль. Вот напротив, где вот вешки, столбы, опора электрическая. Через всю Печору идут провода высоковольтные. Вот там она примерно вытекает. Течет вдоль леса и вытекает прямо здесь, в нашу Печору. Вон, море уток там. Подъезжаем к Русаново, поселок Русаново. Скорость 22 километра в час. Слева проезжаем поселок Русаново. Раньше здесь был большой поселок лесозаготовителей. Здесь, в этом поселке, я учился и жил в школе-интернат с 4 по 10 класс. Закончил среднюю школу. 6 лет жили в интернате. Вот этот парк проезжаем. Сейчас уже осталось мало народу. Но люди еще живут. Поселок Русаново. 3,5 километра от Копчи до Русанова по реке. А вот и высоковольтные провода проезжаем через всю реку. Раньше здесь была своя станция, электростанция. Это, наверное, где-то в 80-х годах провели электричество. И вот сейчас круглосуточно сюда поступает ток. Вон чуть выше видно, вытекает река Пич, Верхний Пич. Нижний Пич мы, где рыбачили хариусом, километров 10 ниже, наверное. 10, где-то 8 может быть. А это Верхний Пич, тоже рыбная река. Есть рыба хариус, щука, но темная. Несмотря на то, что темная вода болотная, хариус в этой реке живет. Вот такие вот красоты. Все берега заросли ивняком уже. Раньше тут от берега до берега все было лес, ивы было мало. За 30-40 лет все заросло, все луга, все пески. И теперь, чтобы дойти до леса, надо пройти вот через этот бурелом. Раньше вот так же было, вот такой же берег был. А сейчас вот что творится. Крохоля. Отвлекающий маневр. Детки еще не на крыле вот сюда вот улетели, возле берега поныряли. А они кружатся вокруг лодки, отвлекают. Вот вдалеке виднеется остров Богомол. Как мы видим, уже пол реки засыпано песком. Там протока небольшая есть. Все засыпано песком. Зимой где-то здесь с Иваном Григорьевичем, Серегой мы рыбачили. Весной, вернее. Под закрытие сезона на аэролодке прилетал Иван Григорьевич. И чуть выше
небольшая протока мелкая. А тут вот остров Богомол. Не такой уж большой. 10 километров 600 метров начала острова от нашей деревни. И где-то, наверное, на 11 он закончится. В общем, 10,5-11 километров от деревни до острова. Слева высокий берег. Там идет бор беломожник. Здесь яма. Рыбаки рыбачат здесь. Есть избушки по берегам. Штук 5-то точно, наверное, на одной стороне, штук 5 на другой стороне. Рыбацкие избы. Даже больше. Вот. Сами деревья заканчиваются у нас на 11 километров 200 метров, а дальше идет все засыпанное песком, песчаник. Тоже все засыпало уже. Раньше здесь все была река. Теперь река мелеет, все засыпает. А вот там где-то есть избушка, где мы ночевали весной на рыбалке. Пошел дождь. Вот он-то нам точно не нужен был. На реке ни души. За поворотом должна уже показаться перевал База. Наверное. Давненько уже здесь не ездил. Раньше, когда дороги асфальтированной не было, единственной дорогой жизни, можно так сказать, была река. И по этой реке ездили в райцентр на лодках, на казанках, на объяжках. Но тогда фарватер копали, бранвахты. Река была глубокая, судоходная. Ездили не только лодки, но и катера, теплоходы пассажирские. Жизнь кипела, а сейчас все. Едешь как в диком крае. Ни души, ни одного катера, ни одной лодки. Уже кто-то поставил, видать, продольники на налиму. Катаются, как я, уже рыбу ловят. Ну ничего, мы приедем с рейса, тоже поставим. Блин, убрал телефон от дождя и случайно выключил. Где-то пару километров, наверное, не записали. Все пошло по новой. Немножко не получилось расстояние точно, так что будем замерять на обратном ходу все по новой. Ну а пока так приблизительно. Сколько там у нас было? 15 километров, я уже не помню, 17. Ну пусть скажем 17 километров примерно мы проехали за 45, наверное. Чертов дождь, блин. От дождя убрал, видать, нечаянно нажалась на кнопку стоп. И все полетело. Ну ничего страшного, если место на карте памяти останется, замеряем точно все на обратном пути. Ручей Езовый Ёль.
Езовый Ёль в переводе обозначает ручей с загородками. Но для морд загородки делали Езовый Ёль. Тут тоже по ручью поднимается Хариус. Чистый, прозрачный ручей. И вот где он вытекает, вот здесь тоже весной ловят неплохо рыбу. До этого ручья у нас получается, после выключения мы проехали 2300, и там километров 15-16, если 17 было, это получается около 19 километров от нашей деревни. Вот тут уже пошли сенокосные луга Троицко-Печорска. Раньше здесь у сеструхи тоже были луга, помогал заготавливать сено в 90-х. На берегу стояла палатка вот здесь, жил в палатке и косили сено, заготавливали на 2 коровы. Вот за этими кустами уже идут луга. Везде стоят уже бутылки вот по периметру. Это уже продольники. Кто-то выставил крючки на наливу. Фарватер я уже здесь не помню где. Вот как мы видим, посреди реки остров. Островок. Отмель. Просто едем по направлению. Для Уралочки никакая мелкая вода не страшна. Если что, мотор лыжи спасет 100%. Скоро будем подъезжать к Перевалбазе. 5600 после остановки. Вот, видим лодки, тут будки, сараи. С этого места раньше начиналась ЛПБ, лесоперевалбаза. Здоровенное предприятие было. Весь плавной лес собирали в одном месте здесь. Запани стояли. С воды поднимали его, сортировали, загружали в вагоны, пилили на доски. Здоровенное было предприятие. Все рухнуло в 90-е годы. Гараж был. Ну, до хрена что тут было. Одних кранов, наверное, штук десяток было. Рельсы под краны были сделаны. ЖД рельсы были, подходили прямо сюда, железнодорожные. И прямо отсюда поездами увозили всю нашу древесину. Плиты остались. И уже мало чего с берега напоминает о былом могуществе. Гремела на всю республику наша лесоперевалбаза. А сейчас вон ничего уже практически не напоминает. Ну вот здесь только плиты немножко. Остатки плит. Здесь плитами был выложен полностью берег, чтобы не осыпался. И миллионы кубометров древесины со всего нашего района, с Верховьев, Илыча, Печоры, все сплавлялось плотами сюда. Вот вдалеке уже виднеется катер. Это переправа, паромная переправа. Машины возят на ту сторону Шерлягу, Русанова. И здесь мы тоже в свое время немало рыбки половили на этих местах. Зимняя рыбалка в основном на налима и не только.
дорогу, да? Это вот здесь, на этих местах стояли у меня зимние палки на налимах. Вот здесь стояли, здесь, везде. Сюда к берегу спускался на машине. Каждый год по-разному, то тут, то там ставил здесь палки. Вот. Где стоит вот сейчас катер, это сейчас там летняя переправа. Раньше она здесь была, теперь она там. Вот на этой границе, в этих границах где-то километра 2, наверное. Каждую зиму здесь ловил я рыбу налима. 7800 мы проехали после остановки навигатора. Ну давайте скажем 16 километров будем плюсовать. 24 километра, в общем, проехали до Перевалбазы. Вдалеке виднеется уже Троицко-Печорская, именно деревня Кедровка вот здесь скоро будет. А дальше вдалеке уже виднеется сам поселок. Идеально точно проверить не получится, но примерно замерим сколько километров. Кедровка. Тут вот несколько домов возле берега, прямо возле реки. Вот цапля летит. А дальше там на бугре, вот за этими лесами, стоит небольшая деревушка. Прямо здесь, за этим лесом, аэропорт, взлетная полоса. Раньше самолеты летали, вертолеты. Сейчас нифига не летает. Только кукурузнику лесоохрана, авиалесоохрана. До деревни Кедровка у нас 10600 плюс 16, 26 километров. Ну все верно, вот уже виднеется Троицко-Печорск. Тут сначала будет деревня Парма, ну а дальше уже и Троицк виднеться будет. Как бы у меня отец раньше говорил, что от Богчи до Троицка по реке 30 километров, так оно и есть. Вон, первая живая душа, рыбак, сети проверяет. Закончилась деревня Кедровка. Здесь, за этим ручьем, вот здесь вот находится кладбище. Санек Калина тоже покоится на этом кладбище. Похоронили и дедушки с бабушкой в одну ограду. А вот там уже виднеется деревня Парма. И можно сказать, это уже Троицко-Печорск. Потому что выше деревни Парма, там дальше уже идет Троицко-Печорск. Скоро будет видно здание администрации. Вот здесь лыжня. Вон, видите, да, дорога. Вот за этим лесом лыжный стадион. Пармашор, ручей вытекает, Бурюшка, где мы ловим живцом ершей, которая замерзает в первую очередь, и когда еще река идет, ледоход, мы там уже ловим ершей. 12 километров получается до деревни. Ну как 12? 12 плюс 16, 28. Так что все верно, грубо говоря, от Богчи до Троицка
30 километров по реке. Вот там вот на горе вот деревня Парма, а вот это уже начинается Троицко-Печорск. Трубы котельной. Это уже Троицк. Утки. Вон две утки. Даже не улетели, вон сидят. Ручные. Здание администрации поселковой. Раньше хорошо было видно. Сейчас он заросло деревьями, но все равно видны вот немного флаги. Засмотрелись. Налетели на перекат. Но благодаря лыже мы только перескочили его и все. Если бы были на обычном моторе, на обычной лодке, на казанке или еще что-нибудь, мы бы сейчас были как минимум уже без редуктора. А так просто попка поднялась у лодки, лыжа, подскочили и дальше поехали. Вот это поселок Троицко-Печорск. Устье реки Мылва, вот Мылва здесь вытекает. Раньше поселок Троицко-Печорск назывался Мылдин. В переводе с коми возле Мылвы. Это вот нижняя часть Троицко-Печорска, улица Кирова. Вот там, где растет тополь, был клуб раньше, тоже издалека было видно его. А сам поселок находится вот там вот выше. Все. Вот наш райцентр. Отсюда через час. Сейчас 7:11. Минут машины выедут уже 8 часов на переправу. И как бы через час мне надо уже быть там. Не знаю, все, замеряем. Напротив Троицка у нас было 13 400. Запомнили? Сейчас проверим, сколько километров от Троицко-Печорска до Устиловской переправы. Перекаты. Километров уже проехали. Так, 13 400 было, да, в Троицке? Сейчас посмотрим, сколько километров от Троицка до Шерляги. Вон, вижу опору линии электропередач уже. Так что скоро будем в Шерляге. Вот. Началась у нас одна Шерляга. Их тут целых две. Это был раньше поселок
принципе, и сейчас есть несколько домов. Шерляга сплав, а там верхняя Шерляга через 2 километра. Если 13,4, 9 километров, грубо говоря, до первой Шерляги. Ну и тут, наверное, километр 2. Тут немного народу живет еще. Раньше тут в каждом поселке, в каждой Шерляге был свой клуб, свои магазины, садик, школа, все было. Поселки лесозаготовителей. Как перестали рубить лес, как он закончился, наверное. Так все, поселки вымерли. Раньше тут у меня сестра старшая работала фельдшером. Потом переехала, как начал поселок развалился. Одна Шерляга, вторая, а здесь вот кладбище посередине. И тоже опора линии электропередач. Круглосуточное электричество. А работы в поселках нету, народ приезжает. Осталось по 5-6 человек в каждом поселке, наверное, которые живут постоянно. А остальные приезжают только на лето, наверное, да на рыбалку, да поохотиться. Да, вот подъезжаем к второй Шерляге. И если было 13 400, как раз будет примерно 23 метров 500, наверное, сейчас проедем. Короче, округляем до 10 километров. 10 километров у нас будет как раз до верхней Шерляги. Строится. Красивый пляж. Вытекает ручей. И вот здесь, вот за этими кустами, вторая Шерляга. Вернее, первая, наверное. Вторая нижняя, это первая. Ничего уже не видно. Раньше прямо отсюда были видны дома. Своя столовая, свой гараж. Народу было много. Сейчас вон, раз, два, три, 4 лодки, и там 5-я. 5 лодок. И то это не факт, что постоянные жители просто приезжают, наверное, порыбачить. Здесь вот Шерляга. Ну все. Теперь у нас впереди 2 острова. Лывады, Вороды. Речка Ляга. Посмотрим, как доедем до Шерляги. У нас, грубо говоря, 10,5 километров от Троицка-Печорска. А всего мы проехали 24,5, грубо говоря, 16-40 километров от Ковки. Вот вытекает речка, ну как ручей. Это я не знаю. Возможно, средняя Ляга. Ляги 3 штуки. Большая, малая и средняя. Кстати, поселок Шерляга в переводе с коми обозначает средняя Ляга. Дословный перевод. Шер — это середина. Скорее всего, да, это средняя. Когда я был мелким пацаном, где-то лет 10, мы здесь отмечали День молодежи. И пацаном я здесь вот рыбачил на удочку. Вода была чуть больше. И ловились вот такие окушки небольшие. Те, кто постарше были, они отдыхали, выпивали, слушали музыку. А мы пацанами ловили рыбу. Вот. Начали появляться уже перекаты. Вот, сплошняком вот. Заметьте, как сузилась река.
какая узкая она стала. И уже сильное течение. Вон, уже там островок. Где фарватер-то, хрен его знает. Давай попробуем здесь. Вот, вся река перекатная. Мелко, вот тут, наверное, более-менее глубоко. Да. Струя. Здесь по-любому есть хариус. Река практически, вот проехали с Кокчи 40 с лишним километров, 44, 45, а река стала в 2 раза уже. Пошли перекаты, вон, заметьте. Скорость упала на 3 километра, было 22, средняя 21, упала на 19, потому что едем против течения. А речка Илыч, куда мы потом дальше поедем по Илычу, она еще быстрее течение там. Еще и груженные будем. 6 человек сюда сядет нам в лодку. Проезжаем еще один перекат. Воды нету, блин. Не грюкаться бы на дно. Грюкались. Так вот, не зная броду, как говорится, можно ездить только на Уралке. Пытались проехать там, по правому берегу. Не получилось. Мелко. Скорость упала до 14. Как здесь народ катается на казанках, на Крымах, я понятия не имею. Может, просто знают фарватер. Опять врюхались по самой неболой. Заехали на камень перекат. Вот тоже еще один сплошной перекат от берега до берега. Даже вот камни торчат, видно, да? Ну, ничего, проскочили. На лыжи прокатились по камням. Вон, скоро будет остров Бороды. Вот и встали. Не проехал даже на Уралочке. Вон какой мелкий перекат. Скорее всего, надо было проезжать не по тому берегу. Сели на лыжу. Вот так вот. Как народ здесь катается на казанках, хрен его знает. Ладно, попробуем объехать. По тому берегу, по левому. Здесь походу мы хрен проедем. Приближаемся к острову Бороды, что дословно в переводе обозначает остров с лесом или лесистый остров
Вор это лес, Ды это остров. Как вон речку разделяет на две части. И где проезжать, хрен его мама знает. Справа точно не проедем, там все мелко. Слева тоже все перекаты. Попробуем слева проехать здесь. Вон перекаты. Народ здесь ловит хариуса. Плохо не знать, да еще забыть. Мелко, 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 очень мелко. Вижу, что мелко. А где фарватер здесь, хрен его знает. Ладно. Попробуем здесь проехать. Если не получится, вернемся. Получается 20 километров до этого острова. 13 400 было, сейчас 33 400. Городы. По-русски это будет вороды, как некоторые говорят, вороды. А так вот по коме городы. Лес. Вот елки растут на острове. Да, с этой стороны проезд, вспомнил. И везде перекаты, перекаты, перекаты. С каждым километром речка становится все уже и уже. Ляга вытекает чуть выше, вот там будет деревня Усть-Ляга. Это получается у нас от Троицка 30 километров. 31 километр от Троицка. И 61 километр получается. 61 километр от Покчи. Летом пересыхает, но там в верховьях тоже рыбы хватает, рыбы, дичи. Такая. Выше там даже поселки есть, Юдино, вернее были поселки. Сейчас уже, конечно, ничего нет. Едем уже почти 3 часа.
опаздываем. Время 9 часов 5 минут. Но мы уже видим Пустилочскую переправу. Осталось совсем немножко. Проехали 52,17. 70 километров приблизительно. В общем, от Копчи около 70 километров получается. От Троицка, значит, около 40 километров до переправы. Вот она переправа. Вижу народ, не знаю, выехали, не выехали. 6 минут 10-го. Сейчас приедем, узнаем. Привет, привет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть лодок. Немного, да? Что, меня только ждали? Да, ансамбль для вас пел. Да? Только что пели, потом побежали. Ну, как смогла. Ладно. Так, получается у нас 2:38, 3 с лишним часа, 3,5 где-то. 53, 17, 70 километров. Делаем стоп. Потом по новой начну. Так, давайте, наверное, это все барахло сюда. Сколько человек у меня? А? Четвером? А говорили, что-то троем. Это, нет? Виталий, у вас здесь все, да? Да, все полностью, все. Мест нету, да? А что четвером, не знаю, у него потом останется, нам надо людей. Так, а у вас? Сейчас. Опять оружие, все. Ну сейчас, я просто спрашиваю, Так, это что у нас? Спортшкола у нас. Пыстина Вера. Вера, где Пыстина? Вот сюда, пожалуйста. Здесь Антон, здесь будет аппаратура. Это была. Где у меня Антон? Так, это сюда, наверное, туда все. Да. Антон, вот лодка. Где Настя? В общем, 10 литров залил, бак полный. 7 литров, ой, 10 литров на 70 километров. Первый пошел. Тридцатый Меркурий. 30-й Мерк. Тут раз, два, три, четыре, пять. Такашка. Тоже 30-е. И мы на 9-ке. Должны первые приехать. А ну у тебя водомет он. Водомет, наверное, быстрее 20-ки пойдет. Я Сразу он как 15. Я даже на ней встрял посередине реки. Да? Да. Фарватера не знаю, и улетел и не проехал. Надо вроде себе новые покупать. Я, наверное, только один с 9-ки борзею. Но он этот Марин, наверное, тоже не 30-ка. Нет, 18 как минимум, наверное. Ладно, посмотрим. Я не заблужусь, все прямо, да?
Да, только по Илычу, а не по Печоре. Лодки сзади, они все. Это Илыч. Печора же справа будет? Печора справа, Илыч слева, да. Тут вообще 3 человека на лодке сидят. А тут этот, аппаратуру везут, типа тяжелая. Там 5, и у нас тут 1, 2, 3, 4, 5. И у нас тоже будет сколько? 5, да, получается? Пошел. Все. Пока-пока. Пятнашка. На 9 одним образом. Че ждем-то ведь? Здесь договаривается, что мы только мы ехали без сударышки, чтобы не ждать, потому что день надо первому там на вступлении быть. Ну а что ждем? Надо выезжать уже.